Здравствуйте, дорогие друзья! Наши новости. Конни сделана операция. Прошла она штатно, и мы надеемся на благополучное выздоровление. Спасибо большое всем, кто поддержал нашу девочку. Операция по удалению селезенки у Конни прошла в штатном режиме. Сутки она провела в АРИД, чтобы проконтролировать послеоперационное состояние. Конни сделали под седацией рентген спины и конечностей и обнаружили остеоартрит и остеопороз. Сейчас у нее состояние стабильное. Она принимает обезболивающее и обработка шва. А теперь немножко о наших хвостиках, которые ищут дом. Итак, маленький лис. Он действительно очень маленький, всего 5 килограмм весом. Очень похож на керн-терьера. В холке 27 сантиметров, ему около года. Лис добродушный, но пока еще недоверчивый к людям. Его сдал в отлов в далеком холодном городе Якутске человек с таким же ледяным сердцем. Лису очень нужен дом и любящие хозяева. Наша малышка Поля. Каким образом она оказалась в ППЖ, нам неизвестно. Но ее, вот такую маленькую, посадили на цепь. И она отсидела там 10 положенных дней. Должна была ехать в якутскую деревню на пристрой. Но нам практически в последнюю секунду удалось забрать ее на свое попечение. Теперь эта красавица привита, обработана и ждет свою самую лучшую семью. Наш Вайт, истощенный узник якутского ППЖ, начинает искать дом. Мы его забрали в морозы минус 50, с раненым носом, очень истощенным. Из-за нехватки корма в вольерах постоянно происходят драки. Хоть и в плачевном состоянии, но мы успели забрать Вайта из вольера с голодными и агрессивными сородичами. И теперь мы не сомневаемся, что в дальнейшей жизни у него будет все хорошо, и он найдет самый лучший дом. А вы присмотритесь к этому белоснежному красавцу. Может быть, именно его вы ищете. Вот такого нелепого гладкошерстного худыша-великана отловили на улице в Якутске в мороз минус 50. Выжить таким, как он, в железном вольере невозможно. Он просто замерз бы там насмерть. Это молодой пес, у которого теперь уже вся жизнь впереди. Для кого-то он дамба. Помните лопоухого слоненка, умеющего летать? А кто-то в нем видит величественного бога Анубиса, которого почитали египтяне. Посмотрите на этого необычного молодого красавца. Возможно, именно вы увидите в нем свою любимую собаку. Лаура у нас везунчик. Она лежала рядом с другой собачкой, свернувшейся калачиком, которую как раз мы намеревались забрать. Но когда за ней приехали, выяснилось, что ее уже успел забрать хозяин. И вместо нее была забрана Лаура. Скорее всего, у нее когда-то был любимый хозяин, которому она оказалась не нужна. Увидев похожего
человека, она мчится, радуясь и виляя хвостом. Возьмите эту милую блондинку себе в дом, и она подарит вам море своей любви и преданности. Наш красавец Зевс. Это веселый собака-ребенок бегал по улицам Якутска. Но все мы знаем, что рано или поздно это заканчивается либо отравлением, либо собаки попадают в отлов, где в минус 50 умирают от холода и голода. Именно туда в итоге он и попал. Мы не смогли его оставить там на верную смерть. Давайте поможем найти этому красавцу дом. Забрать из ППЖ – это не значит спасти. Спасение – это найти собачуле подходящую семью. Друзья, поддержите наших хвостиков, пока они еще не нашли свой дом и своих любящих хозяев. Нам очень нужна ваша помощь.